Ага. Фиксируй флажком. Не обязательно так далеко. Вот так. Себя только не нацепи там, слышь. Бери плотвичку или там мычка. Ну вот. Подплавничок давай. А физуха знаешь какая? А? Физуха знаешь какая нормальная? Мы же на рыбалку едем отдыхать, правильно? В принципе, немного ждать не надо. Сыр у нас расплавился, ребят. Смотрите, вот это соус, за который я просто живу. После вкусного обеда, ребят, чтобы жиром не запуть, надо лунку пробурить. Натяжки как будто есть налим. Лариска? У хорошей. Хороший на железу попался. О, штучки эти взял. Нормально. Ну, это специально вот под палатку, да, чтобы печки довозить. Ну что, разгребаем наши вэши. Все, блин, этот, все в снегу. Так, достаем. Сразу чай поставил, пить чай. Сразу за прибытие жерлички наши. Приехали сегодня вырваться порыбачить щуку. Сегодня я с компаньоном. Такой интересный компаньон, ребят, это девушка. Будем учить рыбачить местное население, женский пол. Что с этого получится, ребят, предлагаю посмотреть. 7:30 мы расставляемся. Добрались до озера. Дорогу не стал снимать, снежная. Дорога такая. Я думаю, будет интересно, ребят. Так что погнали. Начнем расстановочку. Первую показываю, остальные будешь сама стоять. Серьезно? Да. Чистим луночку полностью. А вот так. Берем наши жерлички. Да, что сегодня добудем, то и пожарим. Это площадка для жерлицы. Сама подстава, во-первых. Потом она закрывает от света лунку и не дает замерзать. Ну, я так думаю. Вот такая жерлица. Ты спрашивал, что за резинки у тебя на руках. Вот я вот так цепляю. Потом одеваю они на руке у меня целый день. Я думала, не резинки, а браслеты. Ага. Тройничок, поводок, чтоб щука наша не перекусила. Вот так одевается. Также флажочек. Одевается вот таким образом. Суется. Раз. Все. Чтобы я это сама сделала. Теперь мы ставим и отпускаем грузило на дно. Катушка крутится. Вот видишь? Все, грузило на дне. Вот сейчас я проверяю. Вот в данный момент. Мы делаем 4 оборота. Поднимаем тройник. Раз, два, три, 4. И ставим флажочек, фиксируя катушку. Вот таким образом. Достаем. А, смотри, не так глубоко. Нет, тут не очень глубоко.
Вот теперь наши живцы, наши рыбки, на которые будем ловить щучку. Вон какие красавцы. Монстр какой большой. Ага, большой. Так, ну что, кого поставим? Вот такая плотвичка. Цепляем плотвичку под плавничок, вот сюда за спинку. Ой. Раз. Вот. Вот она будет плавать и привлекать щуку. И мы отпускаем плотву. Да? Ну как не на дно, она на дном будет плавать, шевелиться. Все, первая стоит. Так, мы с той стороны, нам надо будет ставить жерлицы вот так, чтобы когда если будет крутить, нам было видно сдалека, или будем подходить когда или идти. И немного присыпем. Есть лопатка. Но сегодня не так холодно. Первая готова. Идем дальше. Почему вот это, ну, чтобы размотка была вот именно в эту сторону. Понимаешь? Она еще фиксируется там как-то. Нет, просто саморез задевает. То бишь, вот когда живец болтается, вот она у нас заряжена. Щука когда хватает, флажок загорается, и она пошла тащить. Почему мы видим поклевку, когда флаг встал? Вот таким образом. Ну вот, теперь. Но у нас скользящий груз. Себя только не нацепи там, Саш. Бери плотвичку или там мычка. Ну вот, под плавничок давай. Вот так, да? Ну да. Пробивай спинку. Только не глубоко, а этот. Вот. Ага. Все. Все, живая. Вот теперь за катушку бери. Натяни леску. Там груза вот сейчас спустится вниз. Вот. Давай. Отправляй. Все. На, подзасыпь чуть-чуть. Так не особо. Ага. Все. Ну вот третья твоя будет сейчас. Сейчас будешь лунку бурить. Что, я? Ага. Лед уже большой. Последний раз делала это, знаешь, куда? Да, день рыбака мы Угу. ездили туда. Такая желтая вода, да? Озерная. Не, в другую. Так против, Против. значит? Ну, тут буду сказать. А физуха знаешь какая? А? Физуха знаешь какая нормальная? Мы же на рыбалку едем отдыхать, правильно? То бишь, жены-то постоянно говорят, ты же на рыбалке был, отдыхал. Ты слышишь, тут вымотаешься, как тузик по такому снегу. Давай, давай, ты этот, первый слой пробила. Вот, пробила, давай, давай, сильней, резче. Сейчас я тебе пробью его. Не можешь? Ну-ка. Ну-ка. Ну как? Нормальное занятие? Так что, жены, дарите мужьям ледобуры, мотобуры или шуруповерты. Что последнее, близко. Рыбалка на жерлице, она такая своеобразная. Дела сделали. И все сейчас зависит от щуки. Ну, бывает то, что продыху нету. Потому что, допустим, у нас мотособака с тобой, ну, примерно 100 метров, да? Ну. И вот сейчас загорается последняя жерлица. И нам надо с тобой бежать. По снегу, в одежде. Рыбалка такая, физика нормальная, физуха. Бывает, что вообще тишина. Но я сегодня далеко не расставлялся, видишь, от жерлицы, ну, метров 5.
Бывает, я расставляюсь от жерлицы 20 метров. То бишь 10 жерлиц, это в 200 метров получается. В 2 раза больше то, что мы сейчас с тобой поставили. Все нормально, насадила здесь? Все хорошо, да? Ну вот, дела сделаны. Отлично. Сейчас посмотрим. Пол 9. Отлично, вообще успели. Как раз в пол 9 и до 11 будем ожидать. Ну давай, за проделанную работу. Получается, ну сколько у нас? 40 минут ушло. Давай, за рыбалку. Погода классная сегодня. Тепло. Подспустило, да. До этого морозы были, конечно. Чай. Ну давай, за щуку. Так, давай дорогу сделаем. Саня отцепим. Саня, он как стол может Саня, в принципе, сделать. Перевернуть его. Да? Ну там тоже с клизы, конечно, неудобно. Давай, садись за руль. За румпель. Прямо вдоль жерлиц. Куда канаты из машины? Да, нет, сама не поедет. Ты на машине же нажимаешь, правильно? Давай поближе. Сюда. Поближе. Вон, давай, газуй. Вот так? Да, нажимай Ладно. просто. Да, нажимай, все. Сильнее. То бишь газуешь, она едет. Отпускаешь, она тормозит. Прямо вот возле жары сейчас сделаем дорогу, чтобы ходить можно было удобнее. Старая лунка. Также поворачиваешь. Вон до снеговиков съезди, посмотри. Там один мой, а это Женька на Новый год сыном делал. Давай, езжай. Ну что, ребят, мы установились, выставились. Сегодня приехали так отдохнуть. Вывез девушку, так скажем, порыбалить. Ну, просто пускай отдохнет, посмотрит, что такое вообще рыбалка, как это вообще происходит. Ну и в общем, что такое зимняя рыбалка, потому что летняя рыбалка это, ребят, своеобразный отдых. Зимой совсем немного другое. Во-первых, мы живем на севере, у нас погода разная бывает. Вот позавчера было 30 градусов, сегодня вот минус 10. Более-менее тепло, хорошо. Ну, мы приехали отдыхать. Посадил ее на своего коня, пускай прокатится. Взяли, ребят, немного горячительного. Сегодня будем готовить, балдеть, отдыхать. Короче, сегодня вот такие планы, ребят. Такой лайв-выпуск, грубо говоря. Дрюня балдеет, ребята. Так что отдыхаем, отдыхаем. Ребята, у нас 9:30. Покатались, ну, не клюет, что-то щука не берет. Хотя выход самый сейчас пик такой, ждем поклевки. Ну, почему-то тишина пока. Погода шикарная, солнце проглядывает. И мужичок местный пришел там с деревни, окуня походу рыбалит. Ну, что-то с Лариской решили мы приготовить поесть немного. Сегодня она хочет покормить меня клевым блюдом с жульеном, с белых грибов, с мясом. Короче, сейчас сделаем красивое блюдо. И перекусим горячего. Ну, мы же сегодня приехали отдыхать. Щука второстепенная, ну, если поклевочка Есть будет. у меня Все есть, да? Все походное. Все такое грязненькое. Ну не, почему? Это все чистое просто. Да. Печень, ножичек. Так, что надо? Так, у нас 2 тарелочки красивые. Сливки. Сливки это обязательно будет в дальнейшем.
Так, ну, в первую очередь, да, мясо пойдет, да? Мяско. Держи мяско. Разрезай, и вон все сюда кидай под мусор. Полотенце сразу бери, потому что работать с продуктами зимой сразу руки замерзают. Так, а я что займусь чем? Ну, пока включай. Разогревай сковородочку, да? Че, Лариса, масла много? Лариса Юрьевна. Маслом кашу не испортишь. А, хорошо. Как скажешь. Сегодня, ребят, будет классное блюдо, жульенчик. Шикарно. Очень мне нравится такое блюдо. В домашних условиях, а на природе, я думаю, будет вообще здорово. С грибами, да. Кстати, взяли... Дома берем простые грибы. Покупаем шампиньоны, допустим, да. А сегодня, ребят, это свои белые грибы, которые собраны в нашей тайге, в нашем лесу. Белые боровички. Ну вот, сегодня будет с белыми грибами. Держи. Так, ну мясо готово. Лариса Юрьевна вот нарезала. Ставим на обжарочку. Держите, пожалуйста. Пошел лук. Что, руки замерзли? Да. Да. А кто сказал, что будет хорошо? Столик нужен, да, до таких дел? Ну, конечно. Женька, берем столик. Блин, красота вообще, по кайфу готовить. Как обычно, ребят, буду поливать чай на баллон, потому что жульен готовится не быстро. А газ, как обычно, у нас будет замерзать. Ну, я делаю все просто. Открываю. И наливаю чаек. Вот так мы будем и готовить. Конечно, можно было костер сделать. Но мы сейчас с Юрьевной прокатились до бобровой хаты, я ей показал. Там немного засели. Что, Юрий, по поясу встал, наверное, да, в снегу? Тут топкие берега, можно в болото провалиться. Ну, неохота. Есть горелка. Потихоньку мы, наверное, замурыжим. Лука, ребят, добавляем много. Вторая головка. У нас приготовлено здесь мусорный пакет за чистоту природы, как обычно. Все жду сработку. Сейчас пик самый, ребят, поклевок, по идее. Если еще сегодня отловимся, будет здорово. Сегодня, кстати, у нас 2 февраля. Такое серьезное глухоземье, так скажем. Потому что у нас на севере зима где-то полгода. Ну, вот как относительно. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Ну и март зацепим. Река открывается у нас в апреле месяце. Также брал казан. Ну, мы сегодня сделаем небольшую порцию для двоих. Ну, потому что, чтобы это все съесть, не выбрасывать, там, не забирать с собой. Конкретно по тарелочке сделаем горящего. И будет шикарно вообще. Будет шикарно. Так, я не знаю, смотри, взял такую соль. Это, Пряная соль с чесноком. ну, попробуй, давай. Нормально? Кстати, нормальная штука, классная, очень прикольно. Добавляет вкус. Мяско посолим. Вот так. Чесночком. Ну вот, водичка выпарилась, да? Так, добавляем температуры. Что, отправляем лучок? Лука, ребят, смотрите. Сколько у нас было? Примерно грамм 300 мяса, наверное.
400 грамм. 2 луковицы отправляем. Крышки, конечно, нету. Но есть от казана в натуре. Что-то я... Держи. Есть крышка от казана. Кстати, это так сковородочка тоже идет. Ну, дай полотенышко. Чай тут раз готовил. Остались. Держи. Ну-ка, сейчас посмотрим. О, так это вообще шикарно, слышь. Как там и была. Ты на флажки поглядывай. Может, щелкнет. Лук уваривается? Да, упаривается. Может, грибы добавить. Можно грибочки добавлять? Да, потому что они тоже с водой, да, чтобы грибы. Все, ребят, добавляем наши беленькие грибочки. О. В этом году, конечно, не особо был выхода белого гриба. Да, вообще с грибами была проблема. Но своих собрали. Сейчас грибочки тоже начнут упариваться, много воды. Они наполовину отварные такие, немного. Так что влаги все равно дадут неплохо. Чайку налил и пошла жизнь. Вот это минус, конечно. Кстати, покупал дорогие баллоны за 160, за 170 рублей. В минус 30. То же самое, ребят. Не верьте, все это бред. Китайские баллоны, вот эти, я не знаю, 40 или 50 рублей штука стоят. Упаковками беру их. Когда ехал, думаю, что одеть. Потому что я посмотрел на это. Что это? Пятки начинают делать? Да. Почему-то. Ну давай. Ну что, на камеру же не будем? Ты можешь мясо попробовать? Кусочек. Мягкий. Курица-то быстро делает. Ну, курица-то быстро, да. Видите, ребят, как вода выпаривается. Вообще просто бежит ручьем. Много воды. Ну, они были заморожены, конечно. Ребят, смотрите, это маленькая шляпка пополам разрезана белого гриба. И простые сливки. 10% жирности. Это целиком, Марис, да? Ну, посмотри, сколько будет выглядеть. А, ты перчика добавляешь, да? Тут думаешь весь перец? Все, ничего не ложи тогда, Ага. если это с перцем. Все, хорошо. Вот так, ребята. Вот так вот клево, говорит. Вот так нормально. Но жилички молчат, зараза. К завершению, ребят, чтобы подпоясать все это дело, добавляем сыр. Лучше как использовать? На терке наделать или нарезанный? Или без разницы? Ну, в принципе, он расплавится. Дома-то, конечно, удобнее на терке. Угу. В походных условиях и так сойдет. Ну будет палатка, будет и терка, я тебе скажу. Сейчас, ребят, все это дело мы оставляем. Сейчас сыр у нас расплавляется. Закрывает эту коробочку. Дальше. Крышка уже не нужна, да, наверное? Он, видишь, уже загустела-то. Он пригорать начинает. Сливок мало. Сливок мало. Сковородка, потому что этот небольшая. Но для двоих-то нам нормально. Да.
Добавь сливок еще. Так-то в духовочке, да в горшочках это. Да, ребят, кстати, в горшочках, в духовочке вот еще эта тема делается. Обжаривается все это дело, заполняется горшочек. Да, Ларис? Да. Сверху засыпается сыром И духовочка. и в духовочку на 15-20 минут. Просто песня. Но мы еще можно добавлять картошку, ребят. Тогда вообще будет сытно. В принципе, немного ждать не надо. Сыр у нас расплавился, ребят. Смотрите, вот это соус, за который я просто живу. Мне не нужно там вот это мясо, грибы. И этот соус я могу ведрами наесть. Он такой вкусный, блин. Ну, в принципе, как баланеза, да? Что-то такое. Ну, наподобие вот что-то такого. Сметана вот такое, чесночно. Не знаю, там грибной, сливочный такой вкус получается. Вот такие сметана, вот грибы дают свой вкус. Лук, специи. Такой интересный запах. Ну, интересный вкус, ребята. Очень классный. Вообще. Сыр, вот, ребят, видите, плавится. Бомба. Это просто бомба. Все, выключай. Все, выключаем. Все. Вот эта порция у нас. Сейчас мы как-то это будем все есть. Делаем себе тут немного места. Блин, ну надо, ребят, стол, конечно, чтобы красиво отдыхать. Нужен стол. Что-то, как обычно, все в походных условиях получается. Ну да ладно. Мы привыкшие. Так, говорит, давай, ставь. Ну больше некуда ставить, только туда. Ну, О, нормально. Отлично, да? Огонь. О, ребята. 400 грамм курицы. 200 грамм грибов. 2 головки лука. Специи, сливки, сыр. Это просто шедевр, ребят. Реально вкусно. Попробуйте, реально очень вкусно. Не знаю, может кто-то пробовал, кто-то как-то по-другому готовит, но это реально тема. Вот объяснили, что это делается в горшочках, добавляем картошку. Ну, сейчас в данный момент в минус 10, он дрожится, бедолага. Сапоги не подходят. Это очень будет здорово. Сейчас согреемся, во-первых. Ну и, конечно, очень сытно, очень вкусно. Так что всем приятного аппетита. Рыбаки звонят. Такая штука получилась. Ребят, ну это реально очень вкусно. Очень вкусно. Сейчас я это попробую. Он еще вкуснее на природе, чем дома даже получается. Классно. Ребят, советую вообще такое блюдо. Он, в принципе, недолго готовили вообще. Может, полчасика заняло, даже меньше. После вкусного обеда, ребят, чтобы жиром не заплыть, надо лунку пробурить. Давай, давай, давай. Там тебе немного там осталось, уже заканчиваешь. О, пробурила дама лунку, ребята. Ну вот. Теперь порыбачь, если не клюет, то надо следующую лунку бурить. Время, ребят, сначала 12-го. Ну, в принципе, утренний клев, по идее, должен уже закончиться. И можно было ожидать и вечерний. Ну, мы приехали сегодня балдеть, отдыхать. Взяли с собой кучу бензина. Сейчас заправил полный бак еще. Ребята рыбачат на речке. Сейчас звонил Женьке. Сейчас съездим к ним в гости. Ну, у нас еще стоят Донкина налима. Еще и проверим. Короче, сегодня будем рыбачить вообще по-всякому, да, Ларис? Да. Щука. Сейчас поедем ельца попробуем поймать. В палатке уже не там посидим. И уже на обратном пути поедем домой. Проверим донки на налима, короче. Вот такая сегодня у нас история. Интересно. Смотрите. Такой бодрый елец был. Рыба задохнулась. Короче, задыхаемся немного. Озеро задыхается. Из-за этого, наверное, не берет. Вторая жерлица вот. Рыбка-то задыхается. А живец бодряк был. Шикарно живец был. Походу задохнулось все. Да?
Ага. Достань там утяжки. Ага. Не взял рыбалки, повезло любви. Да? А любите вы сегодня? Да? Как пишет. Ну да. Вот здесь ручей идет, короче. Мы сейчас по ручью вот именно едем. Лед по льду. Он даже тоже он вода местами выходит. И он такой плохо замороженный. Открытый местами. Вода тоже вон выходит. Вон, видишь, открытый лед. Была дорога вот так прямиком, но там обвалился лед. Вот сделали здесь дорогу. Ой. А вот, выехали. Сейчас будем карабкаться по этим волнам. Сейчас будем штурмовать ту сторону. Давай. О, рыбаки вали слева. Ну давай, собачка. Нормально. Добрались до очередного места, так скажем, сегодняшнего нашего. Приехали на проверку наших доночек. Жерлицы вроде как не сработаны. Сейчас проехал, ну, флаг не поднят. Жерлицы уберу, смотаю, а доночки оставим. Доночки пускай стоят. Ну, начнем. Время уже вечереет, так что не будем задерживаться. Начнем с крайней сразу. Жерлицы буду снимать, потому что, ну, смысла нету. А поставушки пускай стоят. О, промерзло так хорошо. Вода. Песчаный лед. Посмотрим, что сегодня у нас. Как дела сегодня? Ну ничего себе, жердина. Ёршик нормально. Живой, блин. Ага. А что, течение? Что ему будет? У него спина пробита. Ну, ничего страшного. Втыкаем песочек. Ну вот. Кстати, вот первый раз на нее попался самый крупный. Так, 4-я у нас получается. 4-я. Тоже никого. Ёршик бодренький. Вчера, кстати, на эту тоже попался Лариска. Вот на эту попался. А на эту и позавчера тоже попался.
Ариска есть. Ариска есть. Сегодня здесь попался. Сегодня здесь попался. Я уже на эти не рассчитывал, а смотри, сегодня здесь на глубине. А мы сегодня с рыбой. Такой жаренок. Бля. Грамм 500 на лемяшка. Я не помню вчера, что ставил. Вроде плотву ставил. Вроде плотву ставил. Вот такой песчаный налимчик. Но не крупные. Зараза, не крупные берут. Ну это нормально уже, слышишь? Ну, жаренок, что. Можно сегодня с тобой пожарим. Ну, хоть в этой рыбалке нам удалось что-то поймать. Здесь не помню, что ставил. Плотву, не плотву. Ну, вот, смотри. Попался здесь. Я вот, видишь, до этого там стоял. Там течение большое. Я вот их переставил вот ближе, получается, сюда. Вот такой, да. Ну, жареный. Не сказать, что мелкий. Ну и не крупный. Ельцы, смотри, задыхаются. Видишь, рот открывают. Вот такого красавчика поставим, крупного. Жик. Давай беги, лови. Налима. Здесь уже так глубина побольше. Сколько здесь уже? Метра, наверное, 2,5. Вот так втыкаем. И все. Ну вот, один есть. Каждый день, ну, ловится. Давай сейчас оттуда еще поймать. Оттуда, да? Да. Ну, хотелось бы. Первая жерлица, ребят. Ну, с снега не сработано, тут непонятно. Есть налим, нет. Есть сработка, нету. По натяжке как будто есть налим. Лариска? У хороший. Хороший на жерлицу попался. А почему не сработано было? Непонятно. Достойный налим, ребят, смотрите, попался. Ну вот и жерлицы сработали. А что ведро не взяла? Ну да, ставлю что. Жерлицы работают. Нормально. Налим хапнул, ребят, походу сильно закопал снегом. И этот не сработал. Вот такой уже. Улыбочку, господин. Да, страничком так будет потруднее все это дело. Ладно, сейчас как-нибудь извлекем. Ну вот, ребят, пришлось операцию немножко сделать. Но иначе никак. Тем более тройник, блин. Тут уже без вариантов. Ну что, я думаю, туда придется оставить, Лариса Юрьевна. Давай. Живец тем более есть. Вот такого ельца мы поставим на такой хороший тройник. Давай, парень. Беги-ка, ищи-ка нам Налиму, Никодиму. Вот флаг, ладно, не горел. А? Ну, то бишь флаг же должен сработать был. Но он был засыпан. Потому что она сильно засыпан. Из-за этого нифига не было видно. Ну такой, не знаю, больше полкилограмма. Конечно, многие скажут, что это не рыба, Андрюха, это не налим. Какой налим, он самый вкусный. Ну вкусный-то вкусный, да. Ну тоже у нас как бы с налимом-то не так уж
Все этот хорошо. Крупный есть где-то, но редко. Редко. Все равно помирает кто-то. Вот такие ельчики красавцы. Ну вот, 2 налима сегодня. Каждый день ребята ловятся. И то не впустую. Сегодня пожарим свеженького. Ах, красота будет. Баня сегодня. Отлично. Ну что, домой отогреваться. Ну что, не пустые сегодня? Щукой не повезло. Мелочь не хотели ловить. В принципе, нормально, жаренки. Пойдет. Хорошая сегодня жареха будет. Все, ехаем, братва, домой. Все, Лариса Юрьевна, отработали. День на реке. Прыгнем как-то вот так. Очень тяжело. Ну вот и жерлицы сработали. Я думал, нифига впустую. Попался все равно один.